Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире «Брегаляп Иряник». Это программа, в которой мы учим татарские слова. Вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня в кресле участников две семьи. Семья Зиннуровых, Залия и ее папа Зульфат. И семья Закировых, Валиуллиных, Самат и его мама Луиза. Когда-то Зульфат и Луиза вели один проект, и сегодня студия вновь их объединила вместе. Ну что ж, познакомимся и с нашими малышами. Залия очень любит петь, и впервые она вышла на сцену в 5 лет. Самые любимые песни те, которые исполняет ее папа. Но кем она станет в будущем, пока большая тайна. Кстати говоря, друзья, Залия принимала участие в нашем проекте «Жерлыманлы балашах». Залия, чем ты увлекаешься? Я люблю рисовать и плавать. А что тебе нравится больше? Рисовать или плавать? Плавать. Плавать? Зульфат, кем она станет в будущем? А у нее постоянно меняется. Вот до этого... Насколько я помню, она хотела стать стоматологом. А, да? А это я еще не слышал. Стоматолог, значит. Потом она говорила тренером по плаванию хотела стать. А сегодня уже после гримерки, у нас в гримерке работают милые девушки, с ними пообщалась, и сейчас она говорит уже то, что ты хочешь стать. Парикмахер. Парикмахер. Вот так вот будущая профессия нашей Залии. Ну что ж, познакомимся с еще одним нашим героем. Его зовут Самат. Самат у нас очень активный, любит спорт, занимается плаванием, сочиняет сказки и сам же по ролям ее рассказывает. А еще он учит английский язык. Самат, скажи, пожалуйста, какие песни на английском языке ты знаешь? Я знаю Good Morning. Good Morning, споешь нам ее? Да. Давай мы послушаем. Good Morning, Good Morning. Так, ой, ну вот. Ну вот. А до скольки, до скольки считать умеешь на английском? 1, 2, 3, 4, 5. 5. До 5. Замечательно. Луиза, откуда такая любовь к языкам? Ну, он просто ходит в полилингвальный садик, поэтому, наверное, им занимаются там. Поэтому, видимо, привили любовь к английскому языку. Мы занимаемся плаванием с 10 месяцев. Ну, шахматы, еще только год занимаемся шахматами. Но есть ходим на футбол еще? и на песочную терапию. Ничего себе. А что делаете на песочной терапии? Что ты делаешь на песочной терапии? Я там рисую Чем рисуешь? пальчиками, кулачками. Пальчиками, кулачками. Вот так вот. Вот такие у нас активные дети. Я еще раз благодарю вас за то, что вы появились сегодня в нашей студии. Мы начинаем нашу программу. Тема сегодня – игрушки уинчаклар. В эфире «Брегаляп Иряник». Тема сегодня – игрушки уинчаклар. В эфире первый тур, который называется «Жауап-тап» – «Угадайка». Правила этого тура очень просты. Сейчас на экране вы увидите детей, которые рассуждают и объясняют слова на нашу тему. Тема сегодня какая? Игрушки. Игрушки уинчаклар. Внимание на экран. Она чистит зубы, потому что у нее 2 зубки. Розовые, красные и все. Она у меня бебика еще. Она похожа на девочку в красивом платьишке. У нее красивая прическа. Мне купила мама, когда я была маленькая. Ей можно менять платье. У меня ее нет, потому что я не девочка. Итак, что же так любят девочки? Меня что удивлен? Говори. Кукла. А правильный ответ – кукла. Совершенно верно. Кукла по-татарски будет курчак. Мы продолжаем нашу игру. А вы, кстати, приносите своей команде 1 балл. Итак, Саматик, играем с тобой. Какое слово? Слушаем внимательно и угадываем, о чем говорят дети. Ты уже поработал и домой идешь. Он круглый и розовый, с гитаром написано. Можно разрезать, и там такой желтый. Так и я не знаю, где он. Бывает круглый, большой и маленький. Вот такой. Дома можно кидать. Есть еще игра вышибалы. Они играют с
ногами. Его называют маленьким попрыгунчик. Он такой сам прыгучий, с ним играют в футбол, чтобы победить. Саматик, с чем же играют в футбол и вышибалы? Мячиком. Мячиком? Да. Совершенно верно, это был мяч, а мяч по-татарски туп. Самат, ты приносишь команде 1 балл. Ну что ж, играем с родителями. Зульфат, вопрос вам. Внимание на экран. Такой и вот такой. У нас их полный дом. Они бывают деревянные, резиновые, пластиковые. Это такие вещи, которые играете в замок делать. С рисунками, с циферками. Из них можно построить домик и башенку. Можно еще какие-то животные сделать. Из чего же можно построить домик и башеньку? И животные еще можно Из сделать. животных можно сделать, да. Они бывают с цифрами, с рисунками. Yok, цифралар белән дә. Что же это? Домик можно сделать. Животные. Итак, Кубики. пусть кубики, будет. совершенно верно. Ура! Кубик по-татарски будет шахмат. С трудом, но Зульфат приносит своей команде 1 балл. Луиза, играем с вами. Внимание на экран. Сейчас мне пусть. Там ели вот такой большой бургер. Он белый, бывает красный, бывает синий. Он разного цвета. Вот только черного не бывает. Чтобы отпуск пойти, у него есть Саши. Он летает. На небо смотрит, вообще далеко. У нее есть верхние крылья. Переводит пассажиров. С помощью чего же можно поехать в отпуск? Ты мне поможешь? Что это может быть? Саматик, Черного помогай не маме. бывает, да? Черного только почему-то не бывает. Может быть, это самолет? Саматик как думает? Согласен с мамой? Нет. Нет? А что это? Что у нас летает и перевозит пассажиров? Как ты думаешь? Самолет. Самолет. Все-таки решил согласиться с мамой. Совершенно верно, это самолет. Самолет по-татарски «Ошкыш». Я вас поздравляю. Итак, я вижу, у вас на диванчиках есть игрушки. Берите их в руки. Саматик, бери яблочко. Залья, у тебя ананас. Итак, сейчас вы услышите также рассуждения детей, но как только вы их дослушаете, кто первым нажмет на фрукт, тот и будет отвечать первым. Понятно? Родители могут помогать. Итак, внимание на экран. Зомби, чтобы ловить. Бывают лото. Они бывают побишенные, они бывают с патиной. Еще кубики, которые бросят фишками. Еще есть настольные. Прятки и догонялки. Итак, ну, кто быстрее нажмет? Что, никто не знает? Самат первым нажал. Это игры, может быть? Это... Как думает другая команда? Тоже подумали игры. Игры. Ну что ж, первым нажал Самат. Луиза ответила совершенно верно. Игра по-татарски «Уен». В эфире «Брегаляб Иряник», второй тур нашей программы, который называется «Истяколдер. Запоминалка». И прежде чем мы его начнем, я хочу спросить у наших ребят. Самат, в какие игры ты любишь играть? Да, догонялки и прятки. Догонялки в прятки? Залья, какие тебе игры нравятся? Мне нравится догонялки, вышибалки. Вышибалки? Итак, друзья, прежде чем начать наш второй тур, я предлагаю вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Я буду поочередно называть участникам русский вариант. Их задача перевести их на татарский язык. Итак, Залья, как будет по-татарски кукла? Курчак. Бик яша. Самат, как будет по-татарски мяч? Туп. Залья, кубик. Шокмак. Дырыс. Самат, самолет. Эш-эш. Афарин. Залья, игра. Уен. Уен, афарин. Наши участники запомнили все слова, которые мы сегодня выучили. Пора начинать наш второй тур. Итак, уважаемые команды, сейчас на экране вы увидите картинки, которые обозначают наши сегодняшние слова. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас будет время 15 секунд. По истечении 15 секунд мы закрываем картинки. Я задаю вам вопрос, в какой ячейке находится
там, например, кубик. Внимательно все смотрим на экран и запоминаем картинки. Время вышло, мы закрываем картинки. Самат, тебе первый вопрос. В какой ячейке находится кукла Курчак? Цифра 7. Цифра 7. Давайте открывать цифру 7. Там действительно находится кукла Курчак. Залия, вопрос тебе. В какой ячейке находится мяч, туп? 4. 4. Давайте открывать цифру 4. Совершенно верно. Там мяч, туп. Луиза, в какой ячейке находится кубик, шахмат? Первый. Первый? Самат, ты уверен? Да. Да. Открываем первую ячейку. Там действительно находится кубик, не один, а целых 2. Итак, Зульфат, в какой ячейке находится самолет? 8. Уверены? Нет. Но Ну, ответ... попробуем, да? Попробуем? 8. Открываем цифру 8. Там находится действительно самолет. Итак, в дело вступают вновь наши игрушки. Берем их в руки. Внимание, вопрос. В какой ячейке находится игра? Быстрее. Кто быстрее нажмет? Нажимай. Залия была первой. В какой ячейке находится игра? 9. Цифра 9. Вы уверены? Ну, там мальчик бежал, играл, наверное. Давайте посмотрим, мальчик там бежал или не мальчик. Совершенно верно, мальчик играет в классике. Это игра. И, друзья, счет после второго тура становится 5-5. Мы переходим к третьему туру нашей программы. Ну что ж, пора начинать третий тур нашей программы, которая называется «До-ми-солька». В этом туре команда услышит песню, в которой прозвучат слова на тему игрушки. Но ваша задача записать только те слова, которые мы сегодня с вами выучили. А выучили мы сегодня следующие слова. Кукла, курчак, мяч, туп, кубик, шахмат, самолет, ошкаш, игра, уен. Слушаем песню и внимательно слушаем слова. Там-там-там-там, мин уйнарга яратам. Бам-бам-бам-бам, мин барабанга кагам. Там-там-там-там, мин уйнарга яратам. Ап-ап-ап-ап, мин сиңа тупна атам. Там-там-там-там, мин уйнарга яратам. Хош-хош, хош-хош, мин ош-хошна ошырам. Там-там-там-там, мин уйнарга яратам. А-э-ба-ба, шахматларны таратам. Там-там-там-там, мин уйнарга яратам. Мин курчакны йоклатам. Ну что ж, мы прослушали с вами песню. Пора узнать ваши ответы. Итак, Луиза, Самат, какие слова вы записали? Туп, Так, ышкыш, шакмаклар, курчак. курчак, хорошо. Зульфат, Залия, какие слова записали вы? Туп, ышкыш, шакмак, хэм, курчак. Правильный ответ дали обе команды, и обе команды получают по 1 баллу. Я вас поздравляю. Пора подвести итоги нашей игры. Сегодня равные баллы. Мы поздравляем обе команды. На этом наша игра подходит к концу. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем, дип язган Энҗе Мөэминова. Обязательно учите родной язык. На сегодня мы прощаемся. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!